Деда тут стал як-макарек. В общем, дед по-стариковски катается, смотрите. Хоба. Это супер. Супер вообще просто. Надеется прорваться на минус 15. 5 лет, говоришь, уже катаешься, да? Ну тут минус 20 было. Так что поехали сейчас за антифризом. Купим антифриз. В общем, показываю, как дедушка утеплился. Минус 20. Везде у него пенофол. Броня. Тоже пенофол там был. Где броня? Ну-ка. Поэтому на минус 2. О! Видите как? По-стариковски сделано все. Да. Еще пенофол, да? О, еще так. Ё-моё, конечно, минус 2. Вот так можно было ездить, но все равно минус 20, ребята. Это ужас. Так, ну что, поехали за антифризом. Мотались быстренько. Купили TCL-чика. Японцы. Вот, тоже минус 50. Сейчас проверим, там реально минус 50 или нет. Что, в потолок бьет, да? Бьет в потолок. Смотрите, минус 50. Но чем они минус 50 пожертвовали? Километражом. Вот написано, на сколько рассчитано. На 40 тысяч километров, ребята. 2 года. Ну тут что-то G-сертификат какой-то, а здесь вот до этого был, такого не написано. Тут не написано, цвет красный, а тут G-сертификат какой-то. Интересно уже, чем отличается. Тут видите, какая надпись, а тут нету надписи. Это с Валбериса, а это с японца. Всем показываю вот эту систему. Типа вебасты. Видите, на глушителе вот такая вот. Ебалда такая. Вот. Тихо. Конечно. Вот она вот здесь вот. Она вот здесь вот убирает. Да, не слышно, отпускает, да. Но когда слышно, потом... И она, получается, вот через эту трубочку нагревает антифриз у нас. И быстрее проходит. Вот видите, вторая тоже там трубка есть. Типа вебасты, короче. И поэтому быстро у нас двигатель прогревается. Вот каталик, да? Каталики 2 штуки здесь. Не кастрированные же, да, по-моему? Не знаю. Сварки да почему? Вон первый каталик, вон он, это второй. Это уже этот. Ну, тут дофига, короче, всякие приблуд. Ладно, давай. Поднимаемся наверх. Защита 2019 года, да? Ну да, вещь нужная, ребят. И что, вот так легко поменять масло? Вот эти открываешь, и масло легко меняется? Сам меняешь масло? Да. Легко, да? Хоп-хоп, автоброня. Вот у меня вот таких нет штук. Ну, можно где-то зацепиться, но все равно сколько лет ездишь, еще ни разу не оторвал эти крышки, да? Нет. Хотя вся она пошкрябана, видите? Тут аж уже дед Джевель. Ладно, будем заливать. Дверные резинки есть. Короче, деда у нас вообще тут самоделкин вообще конкретный. От двери резинку вот взял, сюда приклеил под фару. И сюда еще добавил? Нет. Сюда, вот это родная. Да. И вот ты вот чисто вот сюда добавил, да, чтобы воздух не шел туда, да? Да, и снег, и воздух, пыль. Е-моё, пыль вот это все, да? Вот это двигатель чистый, а двигатель. Кстати, ребята, вот, пожалуйста, лайфхак. Кусочек резиночки, реально. Говорит, двигатель чистый. Все прогрелось, все тепло. Все. TCL работает. Буду выпускать. Вот вишовские колеса стоят. Смотрите, я более чем уверен, что тут 205 на 70. Да? Или даже больше. 215 на 65 на 15. Даже так. Нифига себе. 215, ребята, бублик сделали. Блин, это почти как 205 на 70. Так что вот этот размер тоже можно ставить. Четкий, самый четкий размер на 15 колеса, чтобы мягко было. Вот. Сейчас будем выгонять. Интересный звуковой сигнал у деда. Хулиганит, ё-моё, блин. Хулиганит, хулиган. Ну а здесь у нас что происходит? Миша все никак не может воткнуть в
вкорячить сюда бедного вот этого. Это пипец, ребята. Потроха, блин. Я не хочу сюда залазить. Хотелось бы посмотреть. А, трасса снята. Трасса снята полностью, ё-моё. Посмотрим на каталик, дорогие мои друзья. Каталика-то нет. А где каталик? Нет каталика. Вот вам и, пожалуйста, масложор, блядь. Каталика-то нет. Обманка стоит, да? Да, заколхоженная обманка. Я-то думал, каталик стоит там, блин. Ни хера нету. Ни пламя-гасителя, ничего нету. Но все равно движка умерла. Так что Ефрат Авто тоже лукавит, по-моему, когда говорит то, что он там ЕГР глушит и все на свете, и все четко. Что-то я не вижу, что тут все четко. Следы показывал, вот такие вот. Что за зверь, никто не знает. Короче, мне подсказали, говорит, поедь по его следам. Ну вот хер, что это за след? Ну, короче, ехал. Нашел я этого зверя, блядь, дикого. Вообще прям, не поверите. Это просто целлофановый пакет, блядь.